Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Сильнейший удар во время пандемии получили предприниматели Якутии. Какие пути выхода из ситуации предложил Айсен Николаев в своем послании Госсобранию. В преддверии Дня спасателя Музей становления гражданской обороны и системы ликвидации чрезвычайных ситуаций открыли сегодня в столице региона. Любители окунуться в прорубь в минус 50 градусов Саха-Маржи приняли участие во всероссийской акции. Новый ясли детский сад открыли в микрорайоне Прометей. Садик под названием «Прометейчик» был сдан еще в начале этого учебного года. Но из-за неготовых документов открытие объекта отсрочили. Сегодня в торжественном мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Отметим, данный объект возводился в рамках нацпроекта «Демография». На следующей неделе детский сад получит лицензию на ведение образовательной деятельности, а уже с нового года примет своих первых малышей. Садик будут посещать ребятишки от 1,5 до 3 лет. Для них в Прометейчике созданы все необходимые условия для развития. Я благодарю Григория Ивановича, в первую очередь, за настойчивость, Марию Леонидовну за правильную концепцию. И Прометейчик наконец-то, наверное, получил то завершение, которое было задумано несколько лет назад, когда здесь от 1,5 лет до уже 1 класса дети смогут проходить дошкольное образование. Это замечательный такой труд, большой труд и строителей, руководителей, работников детского сада, системы образования города Якутска. Он на самом деле привел к очень такому хорошему завершению этой большой работы. Конечно же, огромное спасибо правительству Российской Федерации, президенту страны за проект «Демография». Во время послания Госсобранию Илтумен Айсен Николаев заявил, что главным фактором повышения доходов якутян является предпринимательство, по которому пандемия нанесла сильнейший удар. Многие из них, это без малого 11 тысяч субъектов малого бизнеса, были вынуждены приостановить свою деятельность. Глава региона призвал органы власти переориентировать фокус контроля на те субъекты малого бизнеса, которые до сих пор находятся в зоне риска, а также максимально снизить излишнее давление на бизнес. Ульяна Шагина подробнее. Утро предпринимателя Айсены Сыроватской начинается с подготовки книги для покупателя. Она за детали. Книга упаковывается в модную нынче крафт-бумагу. Ведь очень важно не просто продать товар, а сделать это красиво и стильно. Может, в этом и кроется секрет того, что Айсене не только удалось остаться на плаву в этот тяжелый год, но еще и расшириться. Еще в марте, когда началась пандемия, я думала, что в этом году уже, наверное, не получится. А потом в августе, когда появилось это помещение, я поняла, что вот этот шанс, надо его использовать. И наши клиенты нас поддержали, то есть заказа все равно было много, даже во время онлайн. Уже в начале пандемии Айсена поняла, что онлайн-продаж не избежать, так как это было единственным выходом не приостанавливать свою деятельность. И тут же занялась разработкой собственного сайта. Денег не хватало, и тут на помощь пришло государство. Ровно появились субсидии. И была субсидия на сайт, на информационное обеспечение. Мы подали на сайт и выиграли как раз субсидию, получили. И потом дальше на нее уже установили систему 1С. В Якутии сегодня насчитывается порядка 40 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Практически все они во время пандемии смогли воспользоваться государственными преференциями. Практически каждый предприниматель в большей или меньшей степени стал пострадавшим, потому что где-то были предприниматели ограничены, были ограничения у нас закрыты. И в целом покупательская способность значительно снизилась. Якутия смогла в числе первых отреагировать на эти экономические вызовы. И уже в апреле было принято 3 пакета антикризисных мер. И один из них как раз-таки поддержка малого и среднего бизнеса. Еще на 1 год отодвинуто решение об исчислении налога на имущество организации с кадастровой стоимости. Продлен мораторий на плановые контрольные проверки республиканских и муниципальных органов. При этом я все равно ставлю в целом снижать излишнее давление на бизнес по всей республике. Для предпринимателей региона послание главы дало надежду на будущее развитие. Текст документа содержал не сухую констатацию фактов, а конкретные действия для всех уровней органов власти.
Именно о снижении административного давления на бизнес мы с Арсеном Сергеевичем разговаривали на днях. И я благодарна главе республики, что он уделил внимание этому вопросу в ходе своего послания. Также я считаю абсолютно верной мысль главы о поддержке якутян, которые используют возможность легализации своей предпринимательской деятельности, в том числе с приобретением статуса самозанятого. Глава региона предложил в качестве меры поддержки вернуть этой категории предпринимателей налог на профессиональный доход, что позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Пенсионерам в Якутии оплатят проезд, если они решили отдохнуть за границей. Сенаторы одобрили этот федеральный закон. Зампредседателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Якутии Александр Акимов, рассказал об этом законопроекте. Так устанавливается возможность получения пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсацию расходов на оплату проезда по России и за ее пределами. Раньше компенсация проезда была возможна только за отдых в нашей стране. Премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко посетил с рабочим визитом Чурапчинский улус. Там он побывал в музее спортивной славы, школе-интернате имени Дмитрия Коркина, а также ознакомился с объектами Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. В частности, с новым энергоцентром с магистральными сетями электро- и теплоснабжения, который выйдет на проектную мощность в ближайшее время. Затем премьер принял участие в открытии IT-центра консалтинговых услуг и агентства развития сельского хозяйства, а в завершении визита посетил выставку продукции сельхозкооператива «Чурапчан». Музей становления гражданской обороны и системы ликвидации чрезвычайных ситуаций открыли сегодня в столице региона. Новый объект официально называется Центром предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций Якутии. Его площадь более 126 квадратных метров. Он поделен на 3 зала, где представлены не только исторические данные, но и документы, а также различные предметы, которые в свое время предназначались для ликвидации ЧС. Сегодня, в преддверии Дня спасателя, который в этом году отмечает свое 30-летие и празднуется ежегодно 27 декабря, в одном из залов музея заложили капсулу времени с посланием работников Госком ОБЖ Республики, Главного управления МЧС России по региону и Государственной противопожарной службы, которая будет скрыта через 25 лет. Мы здесь собрали то, что смогли за короткое время, исторические документы, очень старые документы периода становления как пожарной охраны, так и системы МПВО, предшественника гражданской обороны, МЧС России. Также первоисточники создания и формирования службы спасения Республики Саха-Якутия. И документы и материалы старые, часть из архивов, часть у ветеранов были позаимствованы. Ну, я думаю, посетителям будет что посмотреть, особенно тем, кто работает в этих отраслях, в этих направлениях. И есть что посмотреть, и есть что вспомнить. Якутских борцов вольного стиля с начала следующего года начнет тренировать Хаджимурат Гацалов, чемпион Олимпийских игр в Афинах, 5-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, согласился стать для сборной республики старшим тренером-консультантом. Об этом сообщил на отчетно-выборочной конференции Федерации спортивной борьбы Якутии глава региона. Решение пригласить Гацалова Айсен Николаев, президент Федерации спортивной борьбы Якутии, принял из-за результатов, которые якутские борцы показывают последние 3 года. Он отметил необходимость в переменах и принятии новых решений. Есть как бы все условия, возможность, есть хорошие ребята, есть потенциал, в принципе, с кем можно работать. Поэтому на сегодняшний день совместно и с президентом Федерации Айсеном Сергеевичем, который предоставил все возможности, и с главными тренерами, с личными тренерами будем разрабатывать систему, план работы. И надеемся, что в ближайшее будущее у нас получится вернуть те традиции, которые многолетние были в Якутии. И в ближайшем будущем
ребята проявят себя и вернут себе вот этот статус, можно сказать. Поэтому мы все задачи и цели, которые поставлены перед нами, мы будем их решать. Также Айсен Николаев вручил борцу вольного стиля Аялу Лазареву денежные сертификаты. Их общая сумма составляет 900 тысяч рублей, 400 тысяч от Минспорта Якутии и 500 тысяч от Федерации борьбы. Спортсмен получил сертификаты за бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии, где он представлял Киргизию. Аял Лазарев стал первым в истории якутского спорта борцом в весовой категории до 125 килограммов, достигшим такого результата. На полюсе холода в Аймяконском районе полицейский надел костюм Деда Мороза. В рамках всероссийской акции МВД региона по району совместно с администрацией вручили подарки детям из малообеспеченных семей. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены и не скрывали радости от происходящего. Хорошо? Спасибо. Сегодня, значит, мы даем старт мероприятию «Полицейский Дед Мороз». Она у нас будет проходить под девизом «Не должно быть детей, не получивших новогодние подарки». Любители окунуться в прорубь в минус 50 градусов Саха-Маржи приняли участие во всероссийской акции. Общественная организация ЗОЖ и закаливание Саха-Маржи появилась 16 августа прошлого года, сплотив воедино моржей со стажем купания в холодной ледяной воде более 25-30 лет. Сейчас в организации около 30 человек. Те, кто никогда не занимался закаливанием, уже купаются в минус 52 градуса. А там дно есть? Есть. О, уже люди. Первый раз, да? Ну, здесь, да. Ой, молодец какой. Мои любимые друзья и родные, поздравляю вас с Новым годом. Сегодня 48 градусов. Я поздравляю вас из Валуби. Напомним, ежегодно в конце ноября Саха-Маржи устраивают заплыв в ледяной воде в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Всего доброго и до свидания.